Друзья, приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Я и дизайнер украшений Лара Федорова снова готовы что-то вам интересное показать. Да? И как мы анонсировали в прошлом выпуске, это будет сатуар. Правильно? Да. Вот это украшение, которое я сейчас надела. Ага, что-то модное, Да, что-то на модном, на стильном, С на пиджаком, современном. на работу, в офис, а также на вечеринки всякие, мероприятия. Да, то есть Да. и в мир, и в пир, да, Да. Ага, сочетать с чем угодно, и надевать, в принципе, можно не только на шею, да, но и там в качестве пояса, ремня, да. всяко Ага. можно. И даже как браслет, наверное, да, можно. Мгм. Всяко разно можно стилизовать. Мгм. Да. Так. Начнем. Нам понадобится ювелирный тросик. Я всегда выбираю ювелирный тросик, так как он очень долговечен. Лески стараюсь не использовать, потому что лески со временем истончаются и могут порваться. Так, нам нужен жемчуг. Это у нас стеклянный жемчуг, имитация, 8 размер. Также нам понадобятся подвески. Подвески можно выбрать какой угодно. Можно спокойно менять подвески. Сменные. Да, можно менять спокойно. И также наша фурнитура. Я использую обычно протекторы, вот эти маленькие для тросика. Кримпы, вот маленькие металлические бусинки, которые можно приплюснуть, чтобы тросик у нас держался. А также вот обжимная бусина. Его используют, чтобы скрыть этот маленький кримп. Итак, Ну, я думаю, девушки, женщины, которые вот занимаются творчеством, они, в принципе, в курсе таких, потому что очень часто в нашей передаче, встречаются такие понятия, да? Ага. И каждый мастер разному их называет. Так. Итак, начинаем. Можно сразу обрезать, можно вот так оставить, но я думаю, вы мне поможете нанизывать бусинки. Да, конечно, с радостью. Так, берем. Нам понадобится 2 нитки. Можно использовать бусины маленького размера, не обязательно большого. То есть любого размера, да, наверное? Да. Ну и не только жемчуг, можно любой другой стеклянный бусинки. Но это уже фантазия мастера. Можно, наверное, и разноцветные, да? Да. Разные бусины, разные подвески. Также можно использовать и акриловые бусинки. По этой же технике можно по этой технике можно сделать вот эти чокеры, браслетики, подвески для сумок, брелочки. Примерно посмотрим, какой длины у нас будет. Вот так. То есть она должна как-то через Плечо. плечо свободненько, да, проходить? Вот так. С этого конца вы, с этого я. И просто нанизываем, да? Просто нанизываем. Можно также чередовать, например, большая бусинка, мелкая бусинка. Ну, обычно вот каждый, да, мастер по-своему, кто-то вот ночами, да, любит творить, заниматься творчеством, кто-то, не знаю, наоборот, там с утра пораньше, да, вот у вас как, ваше время для творчества? Раньше я ночами только занималась, когда дети засыпали, а сейчас уже в дневное время. Моим детям уже, они уже школьники, по 7, 10, 16 лет старшему. Угу. Так что они не мешают, они знают, что у мамы работа.
Я закрываюсь в своей комнате, говорю, не мешать, мама работает. И вот спокойно могу работать уже. А когда были маленькие, то это урывками работала. Ну да, время найти, да? Когда дети спали. Мне сказали 2 мастер-класса придумать. Ну, я сразу сказала, лове солнца буду делать, а второе украшение я долго думала, потом ну, мне подали идею, можно же не только чокер, я думала, чокер буду показывать, а потом подруга подсказала. Такая необычная универсальная вещь, да? Да, да. Ага. Но сейчас вот мы в прошлом выпуске говорили, да, что сейчас очень много девушек, женщин, которые начинают заниматься творчеством, находят себя, раскрывают, да, себя. Вот как вот вы к этому относитесь, что все больше и больше людей занимаются, проводят мастер-классы какие-то творческие? Вот не чувствуется ли конкуренция какая-то где-то в чем-то? Или наоборот вы дружите с мастерами Якутии? Ну, конечно, мы стараемся дружить, но и конкуренция тоже бывает. Сейчас очень много идей генерируется, да, и надо постоянно двигаться, а не сидеть на месте. Одно и то же делать тоже как-то неинтересно становится. Надо мониторить именно вот моду. Тенденции, да, какие-то? Ага. Также смотреть на молодежь, что они носят, как носят. И вот на западных этих тоже надо смотреть, думаю. То есть следить, быть в курсе всегда, да? Да. Каких-то новинок. Ну, в общем, думаю, что очень даже хорошо, что люди занимаются творчеством, потому что у нас сейчас бешеный ритм жизни, и как-то надо все равно отдыхать, не только же куда-то ходить гулять, да, но также дома сидеть и заниматься чем-то. Только гулять. Да. И думаю, очень даже классно, что можно так отвлечься от работы. А так вот, ну, всегда быть в курсе, да, это вот возможно самостоятельно, и либо нужно проходить какие-то обучения, программы? Я по своему опыту скажу, что если быть самоучкой, то это очень долгий путь. Я сама самоучка по бисеру. Ни на какие мастер-классы не ходила, я все сама изучала, там в интернете копалась, смотрела на работы других мастеров и на своих ошибках, короче, много чего прошла. И вот думаю, если бы я в то время не занималась вот самоизучением, да, и прошла мастер-классы, то у меня бы путь был бы короче. То есть больше времени потратили, да? Да, больше времени тратится, конечно, на самоизучение всего. А так, ну, помимо творчества, да, на что-то еще остается время? Ну, вы являетесь мамой, да, воспитываете детей. Еще, может быть, есть какие-то увлечения у вас? В основном быт съедает время. Детей отвожу все время, приходится быть на пульсе. Так сказать. Ну, вот, именно провожу мастер-классы, общаюсь с людьми, ну, как-то так развлекаюсь. А так, конечно, было бы хорошо включить спорт в свою жизнь, потому что это сидячий образ жизни влияет на здоровье. Ну, как у человека, создающего красоту, наверное, у вас есть свои какие-то
люди, которым вы восхищаетесь, люди, какие-то известные личности. Есть такие? Ну, я бы не сказала, что я от кого-то именно, ну, именно за кем-то слежу, но в основном я вот на этих кинозвезд всяких смотрю именно вот такие женственные, вот именно Мерлин Монро, ее вкусы, вот. Ну вот и стили, да? Да, стиль. В одежде, ну, вот в украшениях, в основном наверное, да? западные смотрю, ага. Иногда вот телевизор смотрю, да, и там кто-нибудь из ведущих сидит вот в красивой брошке. Ага, сразу захожу в интернет и смотрю, что она там делает, что у нее там. Интересно бывает. Ну вот как по-вашему якутянки, они стильные? Да, наши женщины очень стильные. Вот. Идут в ногу со временем. Очень хорошо одеваются, именно подбирают украшения. Вот именно наши якутские украшения в основном любят. Также заметила, что вот бисерные украшения уже как-то немножко стали... Отошли, да? На второй план, да, вот немного? 5 лет назад, например, пальто в бисере, да, брошки, всякое, очень много было. Вот и шапки, рукавицы тоже, все, вышивки были. А сейчас как-то уже более минималистично стало. Да, все реже как-то вот встречаешь, да, бисерные изделия из бисера, сочетания вот, из бисера. Вот наши якутские украшения во время цехов, всяких, все равно в тренде. Да. Так, там примерно вот сколько места надо оставить, да? Да, надо ставить немножко места. Итак, теперь надо фурнитуру нашу добавить. Сперва берем маленькую бусинку крем, нанизываем на тросик. Потом берем протектор для тросика. Это для того, чтобы тросик со временем не износился. В обратную сторону. И кончик через крем. Немножко сжимаем протектор. Протягиваем. И кусачками сжимаем. Теперь берем вот эту бусинку побольше и прячем туда наш крем, чтобы эстетично смотрелось. Немножко с разных плоскостей сжимаем, чтобы получился идеальный шарик. Вот так. Теперь с другой стороны. Вот давайте конец. Вот так. Теперь другой конец. Также. Все то же самое, да? То же самое с другого делаем. конца. Крем, потом протектор. Это очень легко. Главное понять этот последовательность фурнитуру. Так, немножко оставим место, чтобы слишком бусинки не натягивались друг на друга, чтобы спокойно, расслабленно было. Проходим через крем, затягиваем, протектор сжимаем.
Крем закусываем. Сразу можно убрать свободный конец тросика. И наша бусинка. Тут уже мелкая моторика нужна. Ой, еще и зрение надо. Свет хороший должен быть у любой мастерицы. Хорошая лампа. Очень важно, да. Вот так. Так. Берем карабин вот такой. Вот так открывается, закрывается. Удобно, да, кстати. Берем соединительное колечко. Проводим через протектор. Потом через карабин. Закрываем. Второй берем. Другой конец. И также. Теперь надо выбрать подвеску. Так получилось. Какую подвеску выберем? Это лабрадорит, это аметист, это просто сердечко. Просто сердечко. Просто давайте. сердечко, давайте. Ну как-то больше, наверное, подходит. Так. Открываем соединительное колечко. И на карабин тоже. Закрываем. Все? Украшение все, да? Шикарно, да? Красота. Можете как ожерелье одеть, например. Ну-ка, покажем, да? Так, ну что? Так вот. Очень классно смотрится. Можно вот на тренецке, например. Или вот так, всяко по-разному. То есть как только невозможно, да, и возможно это носить, да, на самом деле вот под все подобрать и, ну, и на все фантазия, как говорится, да? Куда угодно можно вешать. Так, ну что, вот такая красота у нас получилась, да? Ну, у Лары получилось, да? Рада, что внесла какую-то тоже часть, да? Лара, вам огромное спасибо. Ну и вам спасибо, что пригласили. Очень было с вами приятно пообщаться, познакомиться. Взаимно. Я вам желаю только вдохновения, всегда вот творческого полета, да, на все новые и новые идеи. Ну и вдохновлять других, прекрасную половину Якутии на творчество. Спасибо. До новых встреч. Это была программа «Мы вам покажем». Оставайтесь с нами на телеканале Якутия 24. Увидимся в следующих выпусках.